Дальше начинается большой успех. Успех в учебе – это завтрашний день в жизни. Я вам всем желаю успехов и удачи. Начинаем наш урок. Значит, сегодня 10 февраля, классная работа. Тема нашего урока – рекорды в цифрах. Деление на группы. Значит, первая группа у нас группа умники, вторая группа знания. Да, знания и умники. Так, хорошо. Домашняя работа. Ребята, что вам было задано на дом? Выучить стихотворение про русский, литература, лучшие из предметов, потому что мы культуру развиваем в этих рамках. И вам спасибо, дорогой учитель наш. Я весь урок сделала две движения, получила 5. Победила я, а те, кто дрался, тройки получили. Вы нас сумели научить, за что больше вам спасибо. Хорошо, спасибо, Анель. Обучайте культуре, языку, литературе. Научили нас петь русскую родную речь. Вы учитель нас чудесный. С вами очень интересно. Мы хотим поздравить вас в этот день, в этот час. Спасибо. Русский язык, как на нем и Пушкин, и Фёд, а вы прекрасны. Что такое имя числительное? Что нового нам хотелось бы узнать о числительном? Имя числительное, ребята, это часть речи, которая называет количество предметов или порядок предметов при счете. Имена числительные называют количество предметов, отвечают на вопрос «сколько?». Те числительные, которые отвечают на вопрос «сколько?», мы их называем количественными числительными. То есть 1, 2, 3, 4 и так далее. Имена числительные называют порядок предметов при счете и отвечают на вопрос «который?», «какой?», «какая?», «какое?», «какие?». Их называют порядковыми числительными. Например, те же смайлики, то есть это, если по порядку, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Это у нас порядковые числительные. Простые. 1, 3, 9. Составные. 11, 35, 120. Количественные числительные отвечают на вопросы «сколько?», 1, 12, 25. Порядковые отвечают на вопрос. Второй, Первый, второй, третий. Хорошо. Рефлексия основную мысль текста, опираясь на содержание текста. Использовать виды чтения, включая поисковые. Давать полные ответы на поставленные вопросы. Группировать числительные по их значениям и записывать прописью. Все учащиеся смогут правильно употреблять числительные, записывать числа словами, передавать события, соблюдая последовательность, называть слова одним словом или сочетанием. Вот, смотрите, ребята, перед вами же есть вот земли. Она называется королем неба. Королем неба, да, это по-непальски. А теперь по-тибетски она называется Божественная Мать Земли. Хорошо. Дальше. Это у нас карта, где находится Эверест. Мы нашли Эверест? Да. Вот здесь находится Эверест, да? Все станем. И делайте действия. Хорошо, что солнце светит. Где наше солнце? Хорошо, что дует ветер.
Хорошо идти с друзьями. Хорошо прижаться к маме. Да? Хорошо в родном краю. Хорошо там, где наш дом. Хорошо кружиться в танце. Хорошо быть казахстанцем. Да? Спасибо, ребят, садитесь. Пишем красиво и без ошибок. 10-е. Февраля. Записываем. Классная работа. Тема урока – рекорды, цифра. Пишем. Казахстан. Длина. Узбекистан, Казахстан, Иран, Азербайджан, Один Россия. ученик, пожалуйста, видит. Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан, Россия. Это граница, да? Каспийского моря. Хорошо, спасибо. Дальше. Озеро Байкал. Озеро Байкал, пожалуйста. Озеро Байкал, расположенное в южной части Восточной Сибири. Это глубочайшее озеро планеты, крупнейший природный резервуар пресной воды. Озеро Байкал, он 1637 метров. Мгм. Хорошо. Давай запишем, да, так лучше в доске. Возьми вверх. Отойди. Пишем. Списываем упражнения, вставляя пропущенные окончания числительных. Другое ух, вылетело, да? Хорошо. Следующее. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Посмотрим сейчас, правильно или неправильно. Правильно? Да. Молодцы. Следующее. Кто живет своим трудом, тем работает. Второй дом. Второй дом. Молодцы, ребята. Дальше. Числительные делятся на простые, сложные и составные. Отмет. Бред, если правильно, это на казахском, а на русском? Бред. Как это на русском? Один раз. Быстро, быстро, быстро. Отрежь. Один раз отрежь. Так? Правильно? Читаем. 7 раз отмерь, 1 раз отрежешь. Следующее. В одно ухо влетело. Главное, когда? Вторые. Выходи. Выходили. Вылезло, да? Молодец, Егор. Так, посмотрим. Теперь. Эверест, читай, пожалуйста. Попа Эверест, пожалуйста. Название Эверест гора получила во время первого измерения. Ее высоты в средине 90 века. В честь Джорджа Эвереста, главного геодезиста топографической службы Британской Индии. Вершина горы находится на высоте 84848 метров над уровнем моря. Хорошо, Амин, спасибо. Теперь смотрите, ребята. Как по-непальски она называется гора Эверест? Как по-непальски называется гора Эверест? Что он набил, мы Лермонтову назвали, Пушкина назвали. Хорошо, Джанжихан. Средний ветерский язык и спецпросперу очень важный государственный казахский язык должен знатный, знает тоже каждый. Русский тоже знатный должен, вот это язык великой страны. Хорошо, спасибо. Вы директор не простой, вы директор страны, трудитесь с большой душой, чтобы быть достойным. Педагогов персонал заслужил, чтобы всех порвал. Поздравляю!
достижений вам огромное и решений, много добрых, много радости, тепла, пусть исполнится мечта. Хорошо, спасибо. Дальше. Задание мы тоже должны найти простые числительные и составные числительные. Да? Простые. Да. Тихо. Руки. Отдадим, пожалуйста. Все по одному числительному. Простые. 2, 3, 1, 5. Все? Арнольд. Сложные, 5. Сложные, Составные. составные, 60. 60. 60. 60. Это у нас составные? 120. 120. 20. 20. Это у нас какие числительные? Сложные и составные. Хорошо. Еще. Еще. Пожалуйста, перед вами есть число. Составные 2005. 2340, потом 5. Порядковые. Первый, 15. Это тоже простые порядковые. Сложные порядковые. 50-й, 300-й. Составные. 41, 345. Теперь вопрос. Почему 345 мы называем составным числительным? Почему? Почему это не простые, почему это не сложные, а именно составные? Если это бы составное. Потому что Сами. потому что двух словами Состоит из двух или больше слов, да? Хорошо. Такой же вопрос. Анель, пожалуйста. 50-й. Почему это именно сложные числительные? Они порядковые или простые или составные? Почему 50-й стоит сложных числительных? состоит двух словами. Нет, двух слов это там, а здесь? Корень, потому что здесь два корня, да? Хорошо. Сложные, Составные. составные, 60. 60. 60. Это мы составляем. 120. 120. 20. Это у нас какие числительные? Сложные и составные. Хорошо. Еще. Еще. Пожалуйста, перед вами есть числа. Составные 2005. 2005. Да? Еще есть? 12. Это у нас какое числительное? Простое или составное? Составные. Хорошо. Еще. Все? Только они и те же будут ученики говорить. Дамирхан, пожалуйста. Где здесь у нас простые числительные? Простые. Простые числительные. Простые. 2, 3, 32. Это у нас какое числительное? Простое или составное? Составные. Хорошо. Еще. Все? Только они и те же будут ученики говорить. Яды, Волгу. Да. Как мы понимаем значение этого фразеологизма? 7. Значит, 7 это числительное, да? Да. Очень умный, мудрый, знающий. Пишем очень мудрый. Очень. Очень.
вокруг поля ягода. Да. Что обозначает это фразеологизм? Пожалуйста, Анна. Обычный неудобный. Обычно неудобный. Еще? Еще есть варианты? Одного поля ягоды. Хорошо, пиши. Недобрый. Обычно недолго. Ну, это фразеологизм не очень подходит. А когда? Пятое колесо. Значит, пятое колесо в телеге – это фразеологизм, мы понимаем, как лишний и ненужный. И предложить одно действие, которое улучшит их работу. Как вы думаете, что у вас получилось хорошо и где вам нужна помощь? Хорошо. У вас все хорошо?